Сегодня в выпуске мы поговорим про тяжелый металл. Погнали! Прямо сейчас мы находимся на металлобазе. Здесь склад площадью примерно 5000 квадратных метров. Здесь может храниться 2000 тонн железа. Приезжает оно сюда, как вы видите, на железнодорожном транспорте. Но сегодняшний выпуск не про металлобазу, а про заводы, которые перерабатывают этот металл. Погнали! Алексей, Чингис, приветствую. приветствую вас. Добро пожаловать к нам. Спасибо. Алексей, директор компании по переработке того самого металла. Ну что, Алексей, сколько у тебя есть разных цехов по переработке? Мы насчитываем сейчас 5 основных цехов. Вот, есть у нас 2 еще такие производственно-экспериментальные площадки, где у нас сколько ты нам происходит покажешь? все. Все. Понятно. Ну что, начнем тогда с первой, да? Да, поехали. Поехали. Так, Алексей, вот первый, как это, завод, цех? Цех. Цех. Как он называется? Это цех по производству проволоки и гвоздей. Ага. Примерно сколько квадратов? Примерно в районе, наверное, меньше 1000 квадратов, как бы где-то 700-800, вот так. Ясно. Вот то оборудование, которое там стоит, примерно во сколько оно оценивается? Я знаю, что какое-то вы покупали очень давно, какое-то недавно, но в целом. В целом, вот если мы смотрим по комплектующим этого оборудования, в районе как бы 35-40 тысяч долларов оно стоит. Ясно. Как много железа оно может переработать в сутки? Ну, за 8 часов. За Смотрите, смену. как бы по гвоздям мы где-то можем произвести 2-3 тонны в день вот, Ага. за смену. За сутки, то есть, соответственно, 5-6 тонн, где-то так. Мгм. Вот. По проволоке в районе В районе йде дощ. Я сижу на кухне, хаваю борщ. приблизительно 4 тонн. Почему приблизительно? Она разная. То есть на тонкую проволоку мы тратим больше, на толстую проволоку мы тратим меньше. Меньше итераций волочения. Понятно. Алексей, а можешь сказать, вот насколько увеличивается стоимость тонны металла после переработки ее в гвозди? Если коротко, совсем коротко, совсем. иногда гвоздь дешевле проволоки. Серьезно? Это как-то? Да, это так, что есть рыночная цена, мы должны держать позицию на рынке, и вот ассортимент мы заполняем этим гвоздем. Вот. Но иногда удача нам улыбается, и где-то в районе 5-6% как бы от стоимости сырья как бы получается себестоимость этого гвоздя. Так, подожди, то есть ты хочешь сказать то, что ты закупил проволоку, ну, условно, тонну проволоки, превратил ее в гвозди, и сумма закупа и продажи этих гвоздей примерно одинаковая? Именно так. То есть настолько низкая маржинальность? Да. А зачем тогда эти гвозди? Смотрите, есть понятие ассортимента. К нам люди приезжают, как бы, и мы им даем все для строительства, что они хотят. Вообще Я понял. все. А по проволоке, Вот. которую вот вы делаете? По проволоке там это фиксированная более или менее цифра, как бы 5-10%. То есть, за зависимости от от текущего состояния вообще рынка. Вот. То есть последние 1,5 года рынок металла его лихорадит капитально, и с этого у нас и маржинальность тоже скачет сильно. Понятно, понятно. Ну, в общем, этот цех не самый прибылеприносящий. Он Так скорее точно. как поддерживающий. Воистину так. Есть какие-нибудь интересные факты про станки, которые находятся в этом цеху? Смотри, есть станки, которые мы создали сами, Ага. есть станки, которые мы глубоко модернизировали. Ага. Вот, то есть, история такая. Мы очень плотно занимаемся, неокром или там R&D, как бы Research and Design, это вот наша тема. То есть вы еще и станки сами делаете? Да, Ну, пойдем покажешь. пойдем. Вот этому станку 50 лет. Тот ровесник. До сих пор работают. Вот это сырье поставляется из России. Конкретно это предоставил завод Мечел, металлургический завод. Из этого, благодаря этим станкам, получается вот, не поднять, такая проволока разной толщины. А потом из проволоки делают гвозди.
Так, Алексей, это у нас что за цех такой? Это цех нестандартной продукции. То есть здесь мы производим все то, что индивидуально нам заказывают. Клиенты приходят, говорят, стеллажи нам сделайте, какие-то там фермы треугольные под какую-то крышу, там банкоматы, угодно. терминалы. Собираем здесь. Понятно. Так, здесь на сколько квадратных метров в цеху? Так, здесь примерно 200 квадратных метров. А оборудование на какую сумму? Быстро посчитаю, где-то в районе 15 тысяч долларов здесь сидит. Ну и тот самый вопрос, да, насколько вот этот цех прибавляет добавленной стоимости непосредственно сырью? Вообще, как бы, примерно 100%. Ага, то есть вот тут вы уже зарабатываете. И да, и нет, как бы. Вот. Зависит от объемов заказов, да? Конечно, как бы, потому что, допустим, если это заказ объемный, если это крупная серия, там мы можем заработать. Ну давай Вот. так, Алексей, скажи какой-нибудь классный заказ, который загрузил этот цех, там, допустим, на месяц работы. Ага. За этот месяц работы сколько тонн железа вы переработали? Один из заказов, это были фермы Ага. у нас, это была крыша на... Один из заказов у нас был, это кровля на птицефабрику, примерно 1,5 миллиона сомов он был, в сомах отвечаю. Вот, и с него мы заработали 200 Понятно. тысяч сомов. То есть вот этот цех напрямую зависит от продажников, да? Прибыльность заказа у нас зависит от глубины переработки. То есть, если мы просто там порежем, там сварим 2 арматуры, ну, это могут сделать и в гараже. Наша же фишка в том, что мы продаем процесс, как бы. То есть, если там включается проектирование, если там включается много операций, там лазерная, плазменная, газовая резка, там сборка, гибка какая-то, покраска, там, конечно, у нас прибыльность намного выше. То есть, в среднем как бы 20%. Максимально 100%, да, на сырье. Ну, если от сырья брать, там и больше может быть. А 20 это что тогда? То есть От от суммы себестоимости. Ага. Себестоимости. То есть это как бы человека часы, как бы это работа конструкторов, это работа продавцов и так далее. То есть все набегает в эту себестоимость. Поэтому от металла как бы заказы немножко некорректно вот считать в нашем случае. Ага, понятно. Хорошо, что подметил. Ну, давай в следующий склад пойдем. Цех. Так, Алексей, ну, цех. Цех номер 3, не склад, я уже Ага. запомнил. Цех. Так, что здесь происходит? Здесь происходит производство фермы. То есть Ага. это вот такие штуки, с помощью которых мы делаем кровли, крыши, навесы, парковки, гаражи, ангары, овощи, хранилища, Что теплицы, угодно. что угодно, да. Ты втираешь мне какую-то дичь. В чем Прикольно. фишка нашей фермы? Так, Вот видите пачку? так. Она ровная. Вручную так никогда не сваришь. Серьезно? Сваренные вручную фермы, они вот такие, кривые, как сабли. Ага. Вот. А за счет чего это такое? За счет вот этих ребят. Si Optimum Pride, okay nang nilo. То есть Нормально. роботизированная сварка плюс то, что мы в них вложили в плане вообще, ну, как бы технических решений, вот, позволяет нам создавать такие фермы. То есть ну, вот что? эти фермы производятся без человеческого труда. Вот. Человек, конечно, есть. Контроль есть, как бы, потому что, ну, иногда бывает такое, что он не проварил, что-то как-то там пошло не так, человек это должен в любом случае Контроль проверить. качества, да? Конечно, как бы, мы не хотим, чтобы это кому-то на голову упало. Вот. Согласен. Поэтому и фишка-то основная еще в чем? В том, что это дешево получается у нас, потому что мы их гоним километрами, то есть мы можем сделать, опережая ваш вопрос, как бы, и 20, и 30, и 40, и 50 километров, то есть у нас круглосуточное производство в зависимости от сезона. Летом, конечно, мы пашем тут 24/7. Слушай, ну, правильно будет сказать, что вот этот цех, наверное, самый такой кормилец. Да, Сколько квадратных метров? в цехе в этом 800 квадратных метров примерно. Сколько стоят вот эти друзья? Вот этих друзей мы купили на заводе Volkswagen в Германии, вот, бэушными. Вот, они к нам пришли в голом виде, и их цена варьировалась от 6 тысяч евро до 20 тысяч евро в зависимости от За их каждую? состояния. Да. А сколько их тут? Штук Вот. 6, да? Вот, их тут 16. 16? Ничего себе. Мощно, мощно. Вот. И сколько
ну, опять-таки, добавочная стоимость, да, после того, как из трубоквадрата сделали ферму. Цена металла плюс цена труда, плюс цена вот этих друзей, размазанная как бы, ну, на определенный срок, не скажу на какой, вот, дает нам примерно 10%. То есть от суммы, за которую вы продаете вот эту ферму, вам остается прибылью где-то 10%. Я Примерно правильно так, понял? да. Прикольно. И здесь самое большое количество объема железа перерабатывается именно в этом третьем цеху. Вот. Здесь больше всего перерабатывается трубы квадратные. Вот. То есть там, где у нас перерабатывается остальной объем железа, мы увидим дальше. Ну, пойдем в следующий цех. Давайте я кое-что покажу. Давай. Это здесь. Здесь, да? Дубина, очнись, сегодня будешь за пожарного. Он сам, что ли? Нифига себе. Можно подходить? Ну, это было очень круто. Цех номер 4. Итак, мы в цехе по производству сетки МАК. Здесь мы делаем кладочную сетку, сетку МАК для армирования различных там бетонных конструкций. Вот. И здесь мы производим заборную сетку, сетка Гиттера называется. Вот. Прикольно. Она, кстати, зеленого цвета. Вы что, это железо красите потом как-то? Да, это у нас полимерная покраска идет этой заборной сетки, чтобы она не ржавела и выглядела всегда красиво. А красите здесь прям? Да. Круто. Ну, пойдем Вот. покажем. Алексей, а вот этот склад, он насколько такой кормилец? На каком он месте? Ну, где-то там на втором, на третьем месте, как бы, все сильно зависит от цены проволоки, которую мы получаем из России. Здесь в качестве сырья используется уже такая проволока, она рифленая. На вот таких станках ее выпрямляют и обрезают, после чего уже на других станках скрепляют между собой и получают вот такую вот сетку. А на других уже делается зеленый забор, который потом красится. Причем полимером. Вот в такой камере, собственно, и красят эти заборы. Вот этим вот инструментом. Я, если честно, красить не хочу, потому что от этой краски уже не отмыться. Поэтому побережем камеры и одежду. Алексей, вот 4-й цех. Его квадратура какая? Примерно 600 квадратов. А стоимость станков, которые там? По сумме где-то 150 тысяч долларов. Ого! Он практически самый дорогой, да, покажется, из тех, что мы видели? Из тех, что мы видели, да. Впереди ждет еще что-то покруче. Самый дорогой, самый крутой, самый заряженный цех нас ждет впереди. Пойдемте посмотрим на этот цех. Цех номер 5. Да. Не склад, цех. Алексей, я вижу тут вообще прям все гораздо чище, какие-то все такое вот. Ну, в общем, другой чувствуется склад. Цех. Меня, наверное, убьют сегодня. Скажи, что за станки? Пару слов, потому что я пока не могу понять. Здесь у нас цех по обработке листа. Здесь находится 2 лазерных станка, гибочный станок. У нас есть еще один гибочный станок в соседнем строящемся цехе и машина лазерной плазменной резки. Серьезно? Сколько в сумме стоят эти станки? 50 тысяч, 50 тысяч. Сами делали пару тысяч, Ага. 300 тысяч Ёлки. долларов. А вот сзади что это за бочонки такие? Ага. Это станция подготовки азота, это наша фишка. При резке лазером продувается металл азотом очень высокой
чистоты, очень высокой концентрации. Чтобы такой азот добыть, вот вся вот эта машина, она вот и предназначена для этого. Офигеть, ну вы заморочились вообще. Да. Здесь вообще много заказов перерабатывается. То есть я вижу, что здесь очень много вложили в станки. Насколько это оправданно? Коротко не отвечу, отвечу длинно. Давай. Вот. Здесь мы творим всякие штуки. Так. Вот. То есть сюда приходят клиенты ну, вот, с какими-то своими идеями. Мгм. Вот, иногда галлюцинациями. Иногда просто вот, ну, нужен человеку какой-то элемент для автомобиля, там, защита, там, какое-то кольцо переходное. Вплоть до таких заказов мы это делаем, идем навстречу. Вот. И вот лазерная резка, плазменная резка, гибкая, они все позволяют это сделать. То есть, как бы, от каких-то маленьких там безделушек, сувениров, как бы, до там, банкоматы, терминалы, какие-то корпуса металлические. То есть, все начинается отсюда. То есть, лист, когда нам нужно вот точно порезать и погнуть, это вот этот цех. Сейчас я вам сделаю небольшую демонстрацию лазерной резки. Вообще она может резать металл до 1,5 сантиметров. Мы взяли чуть потоньше, конечно. И поехали. А, вот так вот? Вот так? Сейчас мы ее сделаем стоячей, чтобы стояла. Та-дам! Спасибо. Ну нахер. Отец. Я понял, но у меня пока складывается впечатление, что это какая-то дорогая игрушка, и вы на ней еще не зарабатываете те деньги, которые вы в нее вложили. Не без этого, но эта модель бизнеса, она вообще существует. Она существует уже, ну, так скажем, во всех развитых странах. И мы эту модель берем и вот здесь локализуем. То есть можно сказать, что это такая же история, как с первым цехом, да, для ассортимента, для увеличения количества тех операций, которые вы можете сделать с металлом, да? Но именно второе, да, вот то, что как бы те операции, которые мы можем сделать, мы можем здесь создавать машины. Клиенты наши здесь могут для своих станков, какого-то там пищевого оборудования делать все, что они хотят. Вот. И то есть вот им есть куда со своей проблемой прийти, как бы технологической. То есть и мы ее здесь делаем. В общем, ребят, если вы хотите что-то такое создать и думали, что это невозможно сделать в Кыргызстане, приезжайте к ребятам, и они воплотят ваши идеи, галлюцинации в реальность. Добро пожаловать. Да. Ну, слушай, вот чтобы это все работало, тут уже нужны, наверное, совсем другие специалисты. Да. Вообще, Чингис, вот машины, они не работают в чистом поле. Угу. Все идеи, которые сваливаются на плечи этих машин, Ага. они рождаются в нашем конструкторском бюро. Это делают наши конструктора. Вот. Предлагаю с ними познакомиться. У вас здесь целое конструкторское бюро? Да. Серьезно. Пойдемте посмотрим. Так, Алексей, что за офис? Что за люди? Этот офис, эти люди, это сердце нашей компании. Немножко пафоса добавим в наше интервью. Вот. Здесь происходит, в общем-то, планирование, проектирование нашей деятельности. То есть, если это дело касается строительных конструкций, вот эти ребята их рассчитывают. Они прикидывают весь сопромат, устойчивость этих конструкций, то есть безопасность этих конструкций. Как бы все считают вот эти люди. Квалифицированные, подготовленные, обученные. Вот это крыло у нас занимается проектированием станков и машин. Также тут сидят
программисты наши. Вот. У нас есть богатая IT-инфраструктура в компании, вот. То есть это различные веб-сервисы и так далее, над которыми они работают. То есть, ну вот, все вдохновляется отсюда. Ничего себе. То есть пришел человек, ему нужно что-то такое, вот что у него есть в голове, ты его можешь отправить к проектировщикам, они рассчитают конструкцию. Если под эту конструкцию нужен какой-то специальный робот, ребята здесь его разработают, соберут, и в итоге клиент получит готовую продукцию. Я правильно понял? Фактически да. То есть, как бы, вот машины мы делаем, правда, для собственных нужд. Как бы, Ну, то понятно, есть, что не для кого. вот, да. Но в целом, в общем, да, клиент приходит с задачей, мы ему даем ее решение в металле, готовое. Вот так. Алексей, как дорого содержать вот такой отдел специалистов? Мы не можем сопротивляться с рынком. Вот, Мгм. то есть сопротивляться рынку, так сказать. Мгм. Вот если у нас, так скажем, есть какой-то перекос, рынок всех от нас заберет. Потому Мгм. что сейчас специалисты — это дефицит. Как вообще с этим дела обстоят, с кадрами? Плохо обстоят дела. Насколько плохо? Вот. Ну, настолько, что, допустим, вот раньше мы задавали задачку инженеру, какую-нибудь связанную с каким-то простым интегралом, как бы там табличным. То есть это то, что можно посмотреть где-то написанное там в учебнике по математике. Мгм. Сейчас мы задаем задачу 1/2 плюс 1/3, чему равно. Серьезно? Да, Чингис, как ты думаешь, какой самый популярный ответ на эту задачу? 1/2 плюс 1/3? Да. Я даже не знаю, но это меньше единицы. 100%, Да. да, как бы, но чаще всего как бы ответ 2/5, поэтому у нас классика, мы характеризуем Серьезно? выпускников вузов технических 2/5, да. Все настолько плохо? Да, вот, поэтому, нанимая людей, как бы, мы их доучиваем, вот, создаем все условия для того, чтобы они учились, росли, вот, ну и платим, соответственно, сколько не скажу. Ну ладно. Короче, ребят, учитесь интегралам, математике, и есть работа в Кыргызстане для вас. Хорошо оплачиваемая. Вот. Ну, насколько хорошо, нам не сказали. Вот, ребят, кому интересно вообще принять участие, как бы вот в нашем этом бесконечном хакатоне, вот, как бы в проектировании машин, в автоматике, в программировании, приходите к нам. Вот. Мы всем рады, мы со всеми познакомимся, покажем, расскажем, научим. Все, отлично. Осталось только название с ЗТТА поменять. И все будет отлично. Выговаривать невозможно. Медсестрой я уже был. В бипоинте, да? Теперь я буду... Touch me. Сейчас я попробую сделать первую в своей жизни сварку. А если я нажму, что произойдет? Приступаем к сварке. Ту-ду-дун-дун. Так, ну что, зацените мой первый в жизни шов сварочный. Вот как было, а вот как стало. Ну, в этих перчатках. Во. Ну, я думаю, минимум вот 3 смело у меня есть. Оказывается, не так-то просто варить швы, я вам хочу сказать. И она горячая. Ну, Алексей, пришло время поговорить нам о цифрах в общем. Давай. В каком году открылись? Завод открылся в 2014 году. И за это время вы вложили в этот завод, ну давай на первом этапе, Вот инвестиции сколько составило? Смотри, примерно вообще вложено в этот завод как бы там, ну, чуть меньше $1,5 миллиона. За все время или на начальном этапе? Тут нет начального этапа. Производство — это тот процесс, куда ты можешь как бы войти, но уже не выйти, всё, да? И платить там за все. То есть за все время уже $1,5 миллиона? Да. Офигеть. Сколько у вас людей работает сейчас? Вот. Ну, у нас костяк фирмы — это как бы 50 человек. Мгм. Вот. Ну, а дальше, в зависимости от сезона, от объема работ, мы так или иначе там, ну, донимаем людей. Иногда у нас штат удваивается, иногда утраивается даже. Вот так.
все зависит от заказов, от Конечно. объемов. Да. Вот. Круто. Вот. Ну, есть еще один момент, как бы, то есть, как бы сейчас очень большой кадровый голод в Российской Федерации на Ага. сварщиков. Ага. Найти не можем, как бы, то есть. И у вас тоже, да? Да, и это большая проблема. Уезжают. Уезжает. Ну вот за эти годы инвестиции владельца смогли вернуть? Нет. Нет? Наш завод вообще вот вышел, так сказать, вот в окупаемость, вот в некий ноль, как бы. Ага. Как ни странно, в 2020 году. Вот. Мгм. Вот. То есть, несмотря на пандемию, несмотря вообще на локдауны и Всё равно прочие работали. проблемы, да, как бы, то есть мы там месяц отсидели, не Мгм. работали, но тем не менее, в общем-то, ну, благодаря оптимизации процессов, благодаря Мгм. тому, что мы там наращиваем ассортимент и прочее, нам удалось как-то вот выйти в ноль, как бы. В 2021 году, ну, вот Пошла Так. какая-то прибыль. пошла какая-то прибыль, то есть, ну, назову цифру даже, вот 250 миллионов сомов у нас составил товарооборот, Мгм. с этого как бы 6 миллионов мы заработали. Но, опять же, мы на производстве, как бы, то есть оно всегда хочет денег, чтобы в него что-то положили, Я дали, увидел, докупили там и станочек, так далее, здесь да. станочек, тут пристройка, там пристройка, а вот это было бы хорошо. В общем, это какая-то вот нескончаемая история. Нескончаемая история, как бы я даже скажу, как бы ну, она несколько фанатичная, то есть она для людей, которые любят что-то создавать. Как бы. Ну что, вам спасибо. Было очень интересно, Алексей. Удачи вам. Все. Давайте рассмотрим, как деятельность данного завода, который называется ЗТТА, влияет на экономику страны. Прежде всего, это, конечно же, помощь строительному сектору. В наше время, когда стоимость металла выросла, да, оптимизировать его переработку так, чтобы это положительным образом сказалось на стоимости строительства того или иного объекта, это очень важно. И вот именно компания ЗТТА делает это просто превосходно. То есть таким образом построить какой-нибудь СТО или же да любой объект, где есть железные конструкции, становится, первое, быстрее, а второе, дешевле. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте умопомрачительные комментарии. Ну, как вы уже поняли, конкурса сегодня не будет.